Здравствуйте, это новости 24. Коротко о главном. Как устранить торговые барьеры для обеспечения доступа продукции АПК Республики на целевые рынки? Мотивация в действии. Патриотическая пятерка братьев Хачубаровых организовали конкурс «Ученик года». В Назране открылся лучно-стрелковый клуб «Шуан». Ждут всех желающих. Власти Ингушетии намерены к 2024 году увеличить экспорт, произведенный в регионе сельхозпродукции, в 3 раза, благодаря реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Какие конкретные меры уже предприняты и на какие предприятия можно рассчитывать, расскажет Ася Евлоева. Региональный проект «Экспорт продукции АПК» был разработан и утвержден в 2018 году. Основными задачами проекта являются создание новой товарной массы, создание экспортно-ориентированной товаропроизводящей инфраструктуры и устранение торговых барьеров для обеспечения доступа продукции АПК Республики на целевые рынки. Выполнение этих задач позволит нам достичь к 2024 году объема экспорта продукции АПК в размере $43 миллионов, увеличить поставки собственной продукции в 3 раза до 43 тысяч тонн по отношению к 2017 году. Поставлена задача нашего главы республики Мирзбека Маматкалевича о том, что сельхозпродукции тоже надо будет сейчас зерновые, надо отправлять тоже. Мы сейчас думаем над этим, чтобы закупить тут сельхозтовары производителя, чтобы не вывозили с республики и отправлять за пределы. У нас нашего главы большой авторитет в арабских странах. И у нас здесь есть порт в Дагестане, транспортные расходы небольшие, и транспортные расходы льготные, в этом году Минсельхоз доплачивает. Поэтому есть у нас, мы сейчас поставили четкую задачу, мы должны какую-то часть в этом году отправить тоже экспорт. В Минсельхозе констатируют, что сегодня самостоятельно попасть на полки иностранных магазинов российским производителям сложно. Сейчас одним из основных инструментов является субсидирование части затрат экспортеров, связанных с продвижением своей продукции за рубежом. За счет реализуемых и планируемых в регионе инвестиционных проектов объем валовой продукции АПК Республики увеличится более чем на 50%. Среди таких проектов птицекомплекс «Южный», агрокомплекс «Сунжа» и, наконец, сад-гигант Ингушетии, одно из самых успешных предприятий в регионе. Мы закончили строительство сада. 1000 гектаров земли, которые у нас было, мы освоили полностью. Последние закладки были весной этого года. Естественно, все прижилось как надо. Сад в хорошем состоянии. Сейчас вы видели его. Мы надеемся, что в этом году будет тоже хороший урожай. Мы работаем с несколькими институтами, которые занимаются наукой. Главный из них – это Мичуринский Всероссийский институт садоводства в городе Мичуринске. Один из корифеев мирового садоводства – это академик Гудковский Владимир Александрович. У нас последний раз был 5 мая в саду. В саду используются новейшие разработки техники и оборудования, производимого мировыми лидерами в отрасли садоводства. К деревьям в прикорневую часть вода подается автоматизированной системой капельного орошения. Здесь выращиваются более 10 сортов яблок, в том числе известные Гала, Golden Delicious, Pink Lady, Granny Smith, Fuji, Lady Крым, Red Delicious. Помимо яблок здесь выращиваются также и практически все фрукты, которые могут расти в регионе. У нас здесь 4 клетки косточковых. Мы были вверху на абрикосе, персик, черешня и слива у нас. В прошлом году мы посадили одну клетку 5 гектаров груши. В этом году посадили 3 гектара у нас уже виноград посадили 3 сортов. Тоже все завезли с Италии. Самые лучшие столовые сорта. Так что потихонечку делаем разнообразие, расширяемся. И для нашего потребителя все условия. Сохранение качества собранного урожая для предприятия – вопрос, который уже успешно решен. Для хранения и сортировки всего этого объема продукции построили самый большой в стране оптовый распределительный центр. Здесь используются новейшие разработки техники и оборудования, производимого мировыми лидерами в отрасли садоводства. У нас есть технологии хранения не только яблок, но и всех косточковых. Технология хранения овощей, других культурских хозяйств, которые мы можем хранить в этом ОРЦ, он предназначен для хранения не только яблок, но и картофеля, капусты,
моркови, свеклы и так далее, и так далее, и так далее. Для них есть особые условия, особое оборудование. Более того, у нас смонтированы и работают там две линии, самые современные, которые существуют в Европе. Это линии компании Unitec, итальянской компании, каждая из которых сортирует в час 20 тонн. То есть 40 тонн в час мы ежечасно сортируем. Работают у нас в две смены эти линии. По 8 часов каждая смена. Естественно, мы продаем в день от 24, 25 до 27 фур. Вот вчера продали 21 фуру. Это по 20 умножьте, получается 400 тонн яблок в день. Сад-гигант Ингушетии является основным экспортером продукции в регионе. Планируемый им объем поставок на 2019 год составляет около 5000 тонн. Инвесторы полагают, что современный интенсивный сад и строящиеся при нем инфраструктурные объекты послужат многим жителям республики школой эффективного использования сельскохозяйственных земель, кузницей для подготовки высококвалифицированных специалистов-садоводов. Асия Ивлоева, Магомед Шаухалов, Новости 24. Не просто хорошо закончить учебный год, а войти в тройку лучших. В третьей школе селения Сурхахи братьям Хачубаровым удалось создать неофициальную рейтинговую систему, на которую теперь опирается каждый школьник. Все это вылилось в авторский конкурс «Ученик года». Отличившиеся получают денежные призы, кубки и грамоты. Тамара Хашагульгова расскажет об этом. Так проходит награждение. Финальная часть конкурса «Лучший ученик года» в третьей школе Сурхахи. Соревнования на базе этой школы организовали 5 братьев Хачубаровых, которые раньше сами учились в этом учреждении. Главная цель, которую преследует патриотическая пятерка, именно так себя называют братья – привить детям любовь к учебе. Идея придумать такой конкурс появилась у них давно, еще в университетские времена. Им захотелось послужить примером для учеников и доказать на собственном примере, что учение – свет. А чтобы у детей был стимул учиться еще лучше, Хачубаровы решили поощрять лучших из лучших денежными призами и грамотами. Сами поступили в университет и начали понимать значимость специализации, образования. Было желание также, чтобы и остальные, те, которые учились или учатся в школе, чтобы они тоже знали значимость образования, специализации, и было желание передать им. У Исмаила как раз появилась идея сделать такой формат. То есть изначально вот именно такой формат конкурса и награды – это идея Исмаила. Конкурс предполагает 3 степени. Победители определяются по итогам всех четвертных оценок. Однако критерии оценивания с каждым годом меняются, чтобы поднять планку соревнования еще выше. Третье место – это более 70% пятерок. Это презентация реферата доклада в школе, без троек принципиально. И соответствующая награда – это диплом и денежная премия. Второе место – это более 90% пятерок четвертных. То есть это, заметьте, это не годовые оценки, это четвертные оценки. То есть общее количество считается. Также презентация доклада либо реферата в школе, участие в различных конкурсах, которые проводятся, и награда соответствующая, то есть это диплом второй степени и денежная премия. Диплом первой степени – это 100% пятерок. Такая добровольная акция существует уже 4-й год. Изменения, которые произошли с учащимися за это время, очевидны. Дети стали лучше учиться, повысилась посещаемость, отмечает директор школы. Есть понятие дух соперничества. Также в прошлом году у нас их было меньше. Претендентов у нас было меньше, а в этом году их немножко больше. Надеемся, что в следующем году у нас будет большее количество. И знаете, что интересно? Вот я заметила какую тенденцию. Те учащиеся, которые в прошлом году имели 3-е место, они тогда еще говорили, вот в следующем году обязательно постараемся занять 1-е место. В этом году среди отличившихся 5 человек, 4 шестиклассницы и 1 пятиклассник. Принимать участие в конкурсе можно с 5 по 11 классы. Айнал Богачиева, к примеру, загорелась идеей принять в нем участие еще 3 года назад. И сегодня она смогла стать лучшей из лучших и завоевать главный приз – кубок в виде пятиконечной звезды. Я каждый год старалась и стремилась к этой премии. И в 5 классе я наконец-то получила свое 1-е место. Я этому была очень рада. Планы на будущее у меня их много. Я хочу еще одну премию получить и буду этому стремиться. Я хочу, чтобы у меня была та же премия, которая у меня самой сейчас.
Было очень трудно, но мы все равно постарались и победили. Пока конкурс проводится только на базе этой школы, в ближайших планах патриотической пятерки выйти за рамки родной альма-матер. В дальнейшем Хачубаровы надеются, что смогут привлечь все общеобразовательные учреждения республики и повысить престиж образования на региональном уровне. Тамара Хашигульгова, Магомед Билла, Киев, Новости 24. Образование – важный вектор развития субъекта. Именно поэтому в последние годы в усиленном темпе строятся социально важные объекты – школы, детские сады, развивающие центры и не только. Рина Цычуева расскажет подробно. 2019 год для образования Ингушетии начался с важных открытий. В предгорном селении Мужичи свои двери распахнула современная школа на 320 мест. Строительство образовательного объекта велось по федеральной целевой программе. С ввода в эксплуатацию нового храма знаний в селении полностью решен вопрос с двухсменным режимом обучения. Не первый раз в республике, второй раз, но я никогда не видела, чтобы, подъезжая к школе, мы еще переговорили с коллегами, был очень сильный туман. А когда мы уехали сюда к вам, вдруг туман рассеялся, солнце как раз над новой школой. И это очень знаково, потому что сегодня вы пойдете в замечательную школу. Рядом осталась старая школа, в которой долгие годы учились ваши мамы, папы, учились ваши родственники. Это, наверное, тоже станет частью истории. Настолько знаменательный день, потому что в этой школе, именно в День науки, мы с вами можем узнать столько нового много, столько всего замечательного. Наши дорогие учителя и наши родители определят наш дальнейший путь, потому что я уверена, что здесь не только будет замечательная учебная программа, это будет неурочная, это будет дополнительная деятельность, потому что школа позволяет это делать. Вот старая школа, теплая, старая, хорошая школа, но она 57-го года, выпуска прошлого века, да, и вот сегодня мы видим новую школу. Получается, в эту новую оболочку, качественную, современную, с современными классами, современным спортзалом, современным стадионом, современным оборудованием, в эту новую оболочку входят старые, хорошие, позитивные традиции, которые были накоплены в той школе. Эти традиции входят с учителями, опытными. И спасибо вам большое, дорогие учителя. Мы, Северокавказский регион, находим колоссальную поддержку именно в ликвидации трехсменки, снижению двухсменки, ну и, конечно, полной ликвидации очередности в дошкольных учреждениях. Мы буквально еще вчера, наверное, да, в эту старую школу ходили, смотрели, и общественный совет села, и учителя, все мечтали о школе. И даже думали так, появится эта школа когда-нибудь или нет. Она уже сегодня есть у нас, эта школа. Школу построили по самым современным передовым стандартам образования, чтобы учащиеся получали не только знания, но и удовольствие от учебы. Предусмотрели большую библиотеку, столовую, многочисленные учебные кабинеты с интерактивными досками, компьютерные классы, спортивные и актовые залы. Помимо прочего, образовательная программа тоже особенная. Гуманитарии, биологи, математики детей будут делить по талантам, и здесь они тоже будут трудиться над домашним заданием, не говоря уже о целом списке дополнительных кружков – вокал, шахматы, дзюдо и многое другое. В общем, школа мечты. В этом году мы начинаем строительство 17 детских садов и 12 школ. До 2021 года в Республике Ингушетия будет построен в рамках реализации только нас проектов. 12 школ и 17 детских садов. Только в рамках нас проекта, потому что у нас есть еще другие федеральные целевые программы, в рамках которых мы будем еще много-много объектов строить. В этот же день открылся еще один важный объект – новый садик в селении Нестеровское. В настоящем мире чудес, как и полагается, все как в сказке. Красочные стены, яркая мебель и счастливые малыши, специально которым и построили этот долгожданный объект. В саду открыты сразу несколько городков для игр. Вот кто-то уже взялся за штурвал корабля. Одни играют в домики, а другие вовсю гладят, как, например, София Тумгоева. Я глажу. Несколько погладила я. Покажи, как гладишь. А в садике тебе нравится? Нравится. А что тебе здесь больше всего нравится? Мне нравится все. Мы с друг другом играем. Нам этот домик нравится и садик нравится. А что тебе больше всего понравилось? Все. На открытие нового дошкольного учреждения приехали почетные гости. Министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, министр просвещения России Ольга Васильева и глава региона Юнусбек Евкуров. Вместе с малышами они открывают большой сундучок и прокладывают дорогу к будущему. Уважаемая Ольга Юрьевна, уважаемые старшие,
Сегодня мы открываем детский сад. Это значимое событие, которое стало возможным благодаря тому, что руководство республики и лично Юнусбек Бамангереевич уделяет самое пристальное внимание социальным вопросам образования, дошкольного образования, школьного образования. И вот результат вот такого внимания – это вот открытие детского сада сегодня. Детский сад на 220 мест, и действительно он позволил закрыть ту очередь, которая была, в целом закрывает ту очередь, которая есть, электронная очередь. И вы все, дорогие родители, получаете возможность определять сюда детей, которые будут здесь и отдыхать, и будут здесь получать первичное образование. Большая радость для республики, для центра, потому что мы очень надеемся, что, открыв этот детский сад, на ближайшие 10 лет, мы сможем решить проблему очередности в детских садах. И для нас это очень важно, что все детишки от 3 до 7 лет смогут ходить в детский сад, и в вашем селе эта проблема будет раз и навсегда на ближайшие 10 лет закрыта. Я от всей души поздравляю наших уважаемых мам, родителей с тем, что детский сад такой красивый, с такими замечательными верандами для прогулок, с такими внутренним наполнением для развития наших детей. Детский сад открыли в рамках программы создания мест в дошкольных учреждениях. На строительство объекта затрачено более 170 миллионов рублей. Безусловно, средства израсходованы грамотно, ведь трехэтажное здание построено по самой современной строительной системе. В здании предусмотрели большой актовый зал, компьютерный класс, столовую, пищеблок, оборудовали мебелью все помещения для отдыха и сна детей. В 2021 году мы существенно снижаем. В 2021 году у нас 81% детей будут обеспечены детскими местами в детских садах. И к 2024 году мы завершаем строительство детских садов республики, и полностью осталось всего 3-4 года. Мы полностью ликвидируем очередные детские сады, при этом с учетом прогнозируемого прироста населения, рождаемости наших детей. Еще одно долгожданное учреждение открыли 12 апреля этого года в сельском поселении Верхние Очулки. Лесная сказка рассчитана на 220 малышей с ясельными группами. В торжественной церемонии приняли участие полпред президента России в СКФО Александр Матовников и глава республики Юнусбек Евкуров. Детский сад построен в рамках реализации государственной целевой программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах. Второй детский сад в населенном пункте. Я думаю, что все, как нам сказали руководитель администрации и руководитель детского сада, что по сути очередность и очередь, которая была в населенном пункте, она исчерпана. Но так как у нас Ингушетия лидер по рождаемости, и как говорят, есть такая ингушская пословица, что дом без детей это все равно, что мельница без зерна. Вот, не останавливаться, конечно, на достигнутом нельзя. Я уверен, что и дальше будут строиться и школа, планируется здесь в ближайшее время. Ну и, конечно, если будет большое количество детей, еще надо будет строить детский сад. Все потихонечку сделаем. Я хочу всех поздравить с этим событием. За последние годы очень много сделано. Конечно, нужно то отставание, которое за определенный период времени 90-х годов и начала 2000-х, его потихонечку сокращать. Вы понимаете, что сразу невозможно, но здорово, что в этом прекрасном месте уже появился такой красивый второй детский садик. Созданы самые прекрасные условия. В скором времени здесь появится и компьютерный класс. Всю необходимую технику для этого уже заказали. Также ребят будут учить английскому и арабскому языкам. В садике есть и класс рисования, спортивный зал, медпункт, столовая и даже собственный психолог. Ну, конечно же, и опытные воспитатели. Я воспитателем работаю уже 5 лет. Я работала в Тюмени. Я работала в частных садиках в Ингушетии. Я живу рядом. Мне самое главное удобно, что я живу рядом. Соседей очень много, детей по 2, по 3 детей. У меня свои дети есть, которые будут тоже в садик ходить. Это даже особенно значимое событие, в первую очередь не только для детишек, которые могут посещать эти учреждения, но и для жителей села с сокращением безработицы, потому что созданы новые рабочие места. И в связи с этим жители села и рады, и очень благодарны всему руководству, которые принимали участие в организации этого замечательного детского сада.
Череда образовательных открытий продолжила в селении Сурхахи. Здесь свои двери распахнул новый храм знаний. Просторные классы, огромная библиотека, актовые и спортивные залы, столовая. Словом, для детей созданы самые лучшие условия для обучения. Школа рассчитана на 540 мест. С вводом в эксплуатацию этого объекта удалось решить вопрос с двухсменным графиком обучения. В новом альма-матере дети будут учиться в одну смену. Очень хорошая школа, освещенность, кабинеты просторные. Очень нравится школа. А вот что именно тебе нравится? В основном актовый зал. Тот актовый зал был меньше, сейчас очень просторный, красивый, больше места. Старая школа была всего лишь 2 этажа, сейчас школа больше. Еще один важный объект открыли в сельском поселении Барсуки. Из дружеского рукопожатия в интеллектуальной комнате разворачивается настоящая битва. Юным шахматистам нет еще и 6, но профессиональными навыками уже обладают. Это еще один плюс детского сада. Здесь будут обучать детей шахматам. Такая практика – редкость для страны. Уже с такого раннего возраста у детей уже появляется интерес к этой игре. Она формирует логическое мышление, усидчивость детей. Это как бы инновация сейчас на данное время, то, что детей уже с такого возраста начинают обучать игре в шахматы. Поздравить малышей с их первой ступенью образования приехали почетные гости. Министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и Юнусбек Евкуров. Встречают их юные воспитанники. Закладывали кассу по строительству детского садика. Мы пообещали, что мой брат Мухам станет первым почетным воспитанником этого детского садика. Вот сегодня он здесь. Юнусбек Андреевич Сергей Викторович обещал в прошлом году этому мальчику построить в этом селе детский сад. Да. И сегодня детский сад он сам открывает, да? И этот мальчик у нас в списках самый первый. Да, самый первый? Да. Значит, у тебя номер 1. Да. Для почетных гостей здесь в актовом зале нового детского сада организовали концертную программу. Малыши показали, каким должно быть счастливое детство, ярким и, безусловно, сказочным. Открытие объектов в Ингушетии всегда радует, отметил министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Самое главное в таких учреждениях – это обратить особое внимание подготовке детей к школе. Ингушетия, несомненно, лидер по строительству таких важных для развития республики учреждений. Мы хотим, чтобы вы здесь получали хорошие новые знания, чтобы вы учились общаться друг с другом, чтобы вы получали удовольствие от этого общения. Ну и, конечно же, хорошо отдыхали. И хорошо кушали, безусловно, потому что если будете хорошо кушать, то будете быстро расти, будете сильными. И потом пойдете в школу, которую тоже построит для вас Юнусбек Андреевич. Он строит сейчас очень много школ и детских садов. Сейчас надо сказать, что вся Россия занимается этим. Вы, наверное, знаете, что сейчас реализуются национальные проекты. И есть национальный проект образования и другие проекты, в рамках которых строятся такие вот хорошие учебные, образовательные учреждения, как ваш детский сад. Выступать тяжело, как только можно мороженое, федеральный центр Глазбар, как мы огромное спасибо за поддержку, за помощь. А мы будем вот так, вот такими результатами показывать эффективность, вложенность в бюджет государственности. Спасибо огромное. Далее почетные гости и юные воспитанники садика закинули письмо будущего в импровизированный ящик, чтобы мечты каждого ребенка обязательно сбылись. Строительство детского сада в селении Барсуки началось в 2018 году. 24 августа этого же года глава Ингушетии в присутствии сельчан заложил заветную капсулу. И вот спустя время новый объект исполнил мечты сельчан. Бұл бежол же бирж да мотигатш агар хаж мотигатш ел же суны тагын я бер ушташталар дуахкы гулык мыт дуахкы даже сездамышт адада хатсу чогулк дысхан ан чулта тагын я бер миш лахдит или есть ос хаштан чулта ермец худдуатр хусун дыза худолик цан худолик хусут акадуахка гул худди حاجاتيش ده حاجات إيرن ده أوز دتخو أصلويش أوز شيمل ده حمد أوز دقوس خي در دعيه در شيل در خوزي درك حمد قوس أتوق ديزج دات أداخ ديزج دات ير إشنيست در أزال дизж дат درك دوز دقوس. Дошкольное учреждение «Счастливое детство» строители построили в рекордные сроки на совесть, чтобы здание действительно оправдывало все необходимые пожелания. Комнаты для сна и отдыха, физкультурные и актовые залы, медицинский кабинет и пищеблок. Все оснащено с учетом передовых образовательных стандартов. Еще один плюс: в саду предусмотрели 6 аварийных выходов. На каждом этаже есть памятка о безопасности.
Те дети, которые относятся к этому участку, будут ходить в этот детский сад. Группы сформированы, списки созданы. Я думаю, что детям здесь будет комфортно, уютно, родители будут довольны. деятельности, что случайно сакубаться анхетсон бирж с болх бибизм булжба нахмарках. Хагул мован отство болхлы, что трели ряздулж бирж са болх пахос. Одним из самых главных достижений за последние годы в сфере образования является ликвидация трехсменного режима обучения. Начиная с 2008 года в Ингушетии построили и реконструировали 54 школы, построено порядка 40 детских садов. До 2021 года в республике запланировано строительство 15 образовательных объектов. Все это ради будущего наших поколений, чтобы образование в Ингушетии только развивалось. Точно в цель со 100 шагов. В стрельбе из лука, арбалета и не только теперь учат в открывшемся в Назране лунно-лучно-стрелковом клубе «Шуан». Занятия проходят под чутким руководством опытного тренера. Возрастных ограничений нет. Харун Аздоев советует для хорошей выдержки и осанки. На равнинной части Ингушетии в городе Назрань организовали секцию по занятию стрельбой из лука. Этот зрелищный вид спорта с богатой историей имеет все шансы стать популярным среди ингушской молодежи. К тому же умение обращаться с оружием – это отличный навык для юного спортсмена. Для Али Гантимирова лучный спорт стал дополнением к уже выбранной спортивной дисциплине. Я уже год занимаюсь хоккеем и недавно начал стрелять из лука. Мне это очень нравится. Я хочу чего-нибудь добиться, а пока мне это нравится. Все, кто хочет стрелять из лука, приходите, вы не пожалеете. Обучение и совершенствование стрельбы из спортивного и классического лука ведется под руководством квалифицированного тренера, который может научить попадать в цель со 100 шагов. Это мастерство способствует красивой осанке, придает уверенность в себе, решительность, закаляет выдержку. Очень важный шаг в развитии этого вида спорта в нашей республике сделан. Остается ждать следующих значимых результатов. Старт дан. Вы сдвинулись, да, с этой точки. Дальше по планам, может быть, ближайшие соревнования, участие на каких-то турнирах или просто демонстрационные выступления? В общем, ближайшие планы у нас ходят выезды на природу с лучниками. Те, кто более-менее уже приноровились к этому виду спорта. Планируем с ними вместе выехать, выявить лучших стрелков и в дальнейшем планируем развивать именно этих людей, именно этот контингент, который более-менее уже заинтересован в этом виде спорта, и уделять им пристальное внимание, дабы они стали уже участниками сборной от Ингушетии. И в дальнейшем планируем на Кавказских играх выставлять своих учеников. Стрельба из лука помогает адаптироваться людям с ограниченными физическими возможностями к современным условиям жизни. Этот вид спорта – одно из традиционных соревнований среди колясочников. Неспособность ног полноценно функционировать с лихвой окупается работой рук. Наряду с паралимпийским направлением лучный спорт используется для реабилитации и отдыха для особенных людей. Я давно искал такое место. Все-таки, как ни говори, как ни крути, корни дают о себе знать. Этим видом спорта, это как бы можно сказать, что наш национальный вид спорта. Предки этим видом спорта жили даже, так можно сказать. И я как бы отдаю предпочтение традициям ингушского народа, предкам ингушей. Поэтому занимаюсь здесь совсем недавно, как бы уже, как сказать, расслабляюсь, отдыхаю здесь. Приятная обстановка, друзья, собираемся здесь, тренируемся. Стрельба из лука – один из немногих видов спорта, где нет возрастных ограничений. Им могут заниматься дети самого раннего возраста. Необходимо всего лишь учитывать некоторые нюансы. Многие дошкольные учреждения стали активно включать в свою воспитательную программу этот уникальный вид спорта. Любое направление спорта, любое, будь то плавание, будь то бег, тяжелая атлетика или самое, такое потрясающее, что-то новое, как лучная стрельба, плюс тут еще и
топорики, ножи различные. Я считаю, что это просто потрясающе для детей на сегодняшний день. Это что-то новое. Мы были здесь буквально 2 дня назад. Все 2 дня эти дети буквально не слазили с нас, просили снова прийти, потому что для них это реально что-то новое. Я считаю, что это только позитив, это только для развития, это просто суперское направление. Трудно переоценить стрельбу из лука для современного человека, нагруженного регулярной работой за компьютером. Обучение стрельбе из лука – это одно из лучших решений для детей и взрослых с любым уровнем физической подготовки, желающих не только отдохнуть, но и укрепить здоровье. Харон Аздоев, Исрапил Чахтиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.